Добрый день. Мы недалеко от Сочи. Это плато Психако. Я правильно произнес? Да, гора Лаура, плато Психако. Пихтовая поляна. Мы забрались сюда на высоту 1660 метров над уровнем Черного моря, чтобы... Попить шампанского. Ну, не без этого. Поесть устриц. Тоже не без этого. Главное... Кататься на лыжах. Нас на Микине не проведешь. Мы сюда приехали, чтобы Алекс, шеф-сомелье, здесь есть айс-бар, то есть ледяной бар. Алекс покажет нам сабраж, как делает сабраж в горах. Маленький спойлер, сабраж в горах делает точно так же, как его делают и внизу. Да. Или нет? Есть какие-то особенности? Ну, конечно. Здесь воздух чище, поэтому нужно ровнее держать дыхание. А как, кстати, влияет высота на это все? Ну, давление в бутылке 5 атмосфер. По сути, ну, здесь он делается чуть проще, в теории. Что давление, то есть легче надо, давление. Меньше усилий надо приложить. Тут, в принципе, не нужны усилия. Здесь самое главное сноровка, да. Вот что главное, как правильно сабрировать бутылку? Мягче локоть, выше кисть, или наоборот. Правильно, просто найти на бутылке шов. Вот его, может быть, тут хорошая погода, видно, да, вот он идет. Да, бутылка сделана из 2 половинок и склеена по шву. Угу. Все, освободить этот шов от всего, что будет мешать вести по нему, бокалом, саблей, айфоном, что у нас есть. Вот, и в принципе, просто попасть в точку соприкосновения. Водыщ. В принципе, все очень просто. Класс. Да. Мне расскажешь, что это совершенно безопасно, потому что любые осколки, они под давлением. Вообще никаких осколков. Самое главное, бутылка должна быть классической формы, шампанское, склеенное из 2 половинок, без всяких узоров, витых и так далее. Вот. Ну, в принципе, да. Слушайте, я тоже хочу попробовать. Рома. Все, если есть iPhone, ты можешь это сделать, да? Давай. Давай. Мария. Да. Смотрим на бутылку. Угу. Ты уже опытным наметанным глазом видишь шов, видишь точку, в которую он приходит. Да, мы сейчас с тобой сделаем несколько простых движений, чтобы ты почувствовал динамику. Да? Самое главное, расслабленный локоть, мягкая кисть. Все как у скрипачей. По бильярду. По бильярду? Да. Я все знаю про расслабленный локоть. Давай сейчас как карамболь исполним с тобой. Ничего не зависит от силы удара, ничего да, не я понимаю. Все зависит от точности попадания. От точки приложения, да? Угу. То есть, острой гранью. Да. Вести нужно ровно по шву. Можешь сделать несколько примерочных движений. Чем дальше ты отведешь, тем проще тебе будет вести, тем плавнее у тебя получится подводка и удар, и тем быстрее у тебя произойдет открывание. Вот. Не стремись усилить движение в самом конце, то есть оно должен быть ровным, и просто ты приходишь, останавливаешься в этой точке. Все, дальше пробка вылетает, и она делает все сама. Шов, да. Держи ее так, чтобы она лежала у тебя, указательный палец по шву здесь. Да. Может, не надо? Чуть-чуть острее. Нет. Все, Я не могу. Рома. Я читал, что Чак Норрис использует для сабража специально выращенный ноготь большого пальца. Сейчас мы все по очереди замучаем эту бутылку. Может, не будем издеваться над бутылкой, Рома? Ничего-то не идет. Да, бутылка заколдована. Вот те раз. Давайте попробуем другую. Сейчас разозлюсь. Алекс, может, у вас с айфоном получится? Боюсь просто. Давай, подержу. Добить его. Да, добивайте. Просто обычно я делаю это BlackBerry. Нет. Значит, надо бокал. Вот так. Вот так вот сверху держишь бокал. Вот да, так. Вот так. У тебя получается движение кистью. Ага. Вот так. Вот это супер, да. Это а теперь давай короночку, как я учил. Абсолютно безопасно. Классно. Смотри-ка. В этом году на плато Психако выдался небывалый урожай устриц. Целых 2. Сабрируйте игристые в правильных местах, дорогие друзья.
Ага. Горная. Дикая. Дикая, да. Пока-пока. Пойдем еще собирать.